Я хочу буквально два слова сказать в поддержку инициативы, с которой выступила лезгинская, значит, наша федерация национальной автономии лезгинского народа. Каждому народу, конечно, хочется иметь великое прошлое. В особенности это хочется маленьким народам, потому что в великом прошлом они черпают свои силы, они набираются каких-то дополнительной энергии для того, чтобы смело смотреть в будущее. И вполне естественно, что мы, когда смотрим на прошлое, хотим приукрасить это прошлое, очень часто хотим, может быть, присвоить это прошлое. И поэтому, мне кажется, очень важно, что была проявлена эта инициатива собрать здесь, в Москве, на научном симпозиуме людей, которые представляют разные исследовательские школы, разные исследовательские традиции, представляют разные регионы, для того, чтобы мы в своей исторической памяти все-таки опирались на какую-то объективную, научную основу. И еще одну вещь мне хотелось бы сказать. Видите ли, очень часто общее прошлое становится источником раздоров. Зачем ходить далеко за примерами? Посмотрите, как складывается ситуация на Ближнем Востоке между такими близкими по своему происхождению народами, как арабский народ и еврейский народ, которые имеют одного предка, которые все произошли от Авраама. Я думаю, что идея и пафос нашего симпозиума были бы правильными, если бы мы показали другую возможность, другую парадигму. У нас есть у кавказских народов, у многих, одно общее прошлое, связанное с Кавказской Албанией. И было бы хорошо, если бы мы смогли продемонстрировать, что это общее прошлое станет не источником конфликтов за счет того, что каждый будет присваивать себе это прошлое, да? Что оно станет базой и основой для сотрудничества. Конечно, это легко сказать, это трудно осуществить, но тем не менее это возможно. И я думаю, что хорошим началом для этого было бы такое сотрудничество, такая готовность к сотрудничеству, готовность к тому, чтобы слушать друг друга, которую бы проявили научные работники, деятели культуры, ученые. И это даст, мне кажется, хороший стимул, хороший толчок для того, чтобы именно этот пафос, именно такой подход получили продолжение дальше в политике, в нашей повседневной жизни и в других сферах культуры.